Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. О чем вас хотят предупредить духи вашего рода? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что, давайте начнем потихонечку, да? Какая-то болька, печалька у вас на сердце, на душе. За что-то вы очень переживаете, либо за кого-то вы очень переживаете. Духи рода вам передают такое послание. Ничего страшного не произойдет, ничего плохого не будет, беды не будет. Вот так вам говорят, беды не будет. Вот чего бы это ни касалось. Зря слезы льете, зря переживаете, не на то вы внимание свое фокусируете. Так идет. То, что вас пугает, с вами не произойдет и не случится. Так что прекращайте вытирать свои слезы. На что важно обратить внимание? Здесь вас показали, вот знаете, как будто бы вы камень. Камень, который врос в землю. Почему-то какая-то замедленная реакция у вас идет. Как-то долго вы принимаете решения, долго вы собираетесь силами, долго что-то делаете, либо готовитесь даже долго к тому, чтобы что-то сделать. Вот это вам очень мешает. Здесь вас просят немножечко включить скорость, добавить скорости. Нужно быть пошустрее, нужно быть попроворней, нужно быть, знаете, стремительнее, наверное, что ли. Вот этого вам не хватает. Вы то ли боитесь ошибку допустить, то ли вы боитесь каких-то последствий. Да, может быть, вам сложно брать ответственность в том или ином решении, либо в той или иной ситуации. Надо ускоряться, мои хорошие, ускоряться. Понимаете, жизнь, она быстрая. Вот в жизни все быстро происходит. И люди быстро живут. Вот прибежал, увидел, схватил, побежал, там, использовал, получил. А у вас как-то все, знаете, как такая вот, извините, сопля, да, так тянется, непонятно, когда это все закончится. Пока вы подумали, голову почесали, уже люди все поделали. Вы приходите, а вам говорят, а уже все, нет, закончилось. Да, но вот на вас именно и закончилось, потому что долго тянули, долго думали, долго не могли собраться силами, принять это решение. Ускоряйтесь, мои хорошие, не бойтесь в этих ошибок. Да? Помните, что любую ошибку можно исправить. А вот если упустить момент, потом уже не отмотаешь, потом уже этот момент и не получишь, и не вернешь. Нет такой ситуации, когда можно вернуться. Да, бывают цикличные ситуации, но это крайне редко. Это не ваша история. Вы вот и по мелочам, и по крупному, как будто бы всегда последние приходите. Либо последний, если смотрит меня мужчина. Ускоряйтесь. Совершить ошибку — это не грех. Грех — не воспользоваться моментом. Вот так вам передают. Я думаю, кому надо, тот услышал, тот понял. Просто попробуйте. Просто попробуйте. Да? Пусть на мелочах, но попробуйте. Опробируйте, поймете, что это все работает. И жизнь ваша полегче будет, и повеселее, поактивнее. И возможностей намного больше будет, чем сейчас. Так, еще один момент. Здесь женщина держится за какого-то мужчину. Мужчина, не знаю, то ли образ мужчины, то ли воспоминания о мужчине, то ли вы живете каким-то прошлым. Ну, давайте так, да, вот есть, например, у меня женщина-вдова, мужчина погиб, а она вот все живет той жизнью, вот когда с ним была, вот какой он у меня был хороший, какой самый лучший, вот как не жить без него, да, вот живу я прошлым и не вижу будущего. Мои хорошие,
Никто не спорит, он был замечательным человеком, и, конечно, он должен остаться в вашей памяти. Но он уже на том свете, а вы на этом свете. Вам еще жить да жить, и счастливой быть. Вы не предаете этого человека, вы не предаете память об этом человеке. Наоборот, знаете, этой душе очень плохо от того, что вы несчастны, от того, что вы себя, знаете, он погиб, например, да, покинул наш мир, а вы себя вместе с ним похоронили. То есть вы как живой труп. Ну зачем это надо? Кому это надо? Это никого не радует. Ни духов, ни эту конкретную душу не радует. Ни вас это не радует. Живите, живите. Вам счастливой быть. Понимаете? Будьте счастливы, а вот душа будет улыбаться. И духи вашего рода будут улыбаться. У вас еще предназначение впереди. Понимаете? Например, еще женщина, у которой был не очень удачный опыт, не очень хорошие отношения. Она все живет этим прошлым и думает, вот сейчас пойду познакомлюсь, попадется какой-нибудь дурак или садист, или алкаш, вот что я буду делать, зачем мне так рисковать? Лучше я буду дома сидеть со своими, не знаю, кошками, смотреть свой любимый сериал, зачем мне это все? Мои хорошие, заживо себя хороните, это плохо, вы отрекаетесь как будто бы от жизни, говорите, вот я боюсь, вот тогда мне было плохо, боюсь, что будет плохо сейчас. А вы пойдите и попробуйте. Тем более, вы смотрите, какая вы умненькая, какая вы красивая, вы полны сил, полны энергии, о здоровье своем подумайте. Нужно жить дальше. У кого-то отыграется ситуация, что вы сидите и думаете о мужчине, который вам мозги пудрит, извините, своими обещаниями, уходами, камбэками, да, то туда, то сюда, непонятно, что ему надо, как собака на сене. Скорее всего, он женат, либо такой, знаете, свободный стрелок, да, он вам рассказывает, что он там не готов, занят, что надо денег заработать. На самом деле он путает вам мозги. Я сейчас скажу непопулярную вещь, и, возможно, вы уйдете с моего канала, отпишитесь от меня. Я все равно скажу, я хочу вам помочь, и, возможно, мои слова хоть немножечко на вас повлияют. Вы не на того время тратите, понимаете? Не на того. То, что вы к нему испытываете, это не любовь. Это не любовь, а это привязка. Привязка страшнейшая. Он вас так привязал вот этими своими словами, обещаниями. И у вас азарт уже пошел. Азарт. Вот досижу, дождусь, дотерплю. Понимаете? Вы ж не ждун, вы ж женщина, красивая молодая женщина. Что ж вы с собой делаете? Ну а дальше что? Лучшие годы уходят просто вот как вода сквозь пальцы, как песок сквозь пальцы. Дальше что? Ему хоть бы хны, а вы годы жизни теряете. Прекращайте это все. Выходите в люди, найдете свою любовь, найдете настоящую. Не вот это вот фейк, то, что за уши притянуто, не знаю, на скотч наклеено, а настоящие чувства, неподдельные чувства. Такие искренние, что, знаете, сердце в сердце, дыханием в дыхание, одной мыслью живут люди. Такое найдете. Знаете, очень это беспокоит ситуация духа вашего рода, когда женщина сама себя приговорила. Приговорила быть несчастной, одинокой и такой вот ожидающей своей участи, ожидающей вот этого... Ой, Господи, как же его назвать-то, да, чтобы поприличнее было? Пустослово, да? Пустослов. Есть другое слово, но вот будем по-приличному говорить на ютубе. Пустослов. Вот, поэтому прекращайте. Не живите вы воспоминаниями, не живите вы мечтами, не живите вы прошлым. В этом ничего нет. Это саморазрушение, это самозабвение. Зачем вам это? Зачем? Такая красотка, такая умничка, ну, завидная невеста. Понимаете, мужики на вас слюни вот литрами пускают. А кто-то от вас прям кипятком писается. А вы такая, нет, прошлое, грустное прошлое. Я вся в прошлом. Я погружена в прошлое, я сижу дома, меня никто ничего не интересует. Придите в себя. Знаете, вот хочется взять вас так за плечи, потрясти. Придите в себя, придите в себя. Кстати, сны вам плохие снятся, вот потому что духи вами недовольны. Они вас пытаются вот немножко взбудоражить, да, чтобы вы начали там хоть немножечко ходить, где-то информацию искать, собирать. Вот на видео мою зашли. Чтобы я вам сказала, да, от них вам посыл передала. Прекращайте, прекращайте.
блокируйте, закрывайте, не знаю, отключайте свои эти воспоминания. Живите, живите, наслаждайтесь жизнью. Жизнь прекрасна, она одна. Проживите ее счастливым человеком. Ну что ж вы так себя вот прям, в клетку этой памяти-то посадили? Выходите оттуда. Дверь не закрыта. Вот поверьте, она не закрыта, она открыта. И вы ее видите, но при этом упорно сидите в этой клетке. Выходите быстренько. Духи будут еще больше вам снов дурных посылать, пока вы в себя не придете. У вас он на пороге мужчина. Мужчина, красивый мужчина. Знаете, он даже не настолько красивый, насколько он с шармом и харизматичный. Знаете, таких у вас еще не было. Артист, мне кажется. Талантливый человек. Человек, знаете, как мастер на все руки. Он и на гитаре умеет, и там, не знаю, по дереву работать. Может быть, сваркой умеет заниматься, и тут же он там дальнобоем когда-то занимался. То есть у него талантов огромное количество, может, еще спортсменом каким-то был. Такой разносторонний, такой разноплановый, такой интересный. Он у вашего порога топчется, а вот эта стена вашей памяти не позволяет ему к вам подойти. Понимаете, вот закрыто. Он где-то рядом с вами ходит, а вы никак не можете его увидеть. Либо, знаете, как вы уже знакомы, вы не можете его рассмотреть и к себе его не подпускаете. Ну а как он к вам подойдет, если вы сидите в 4 стенах, никуда не выходите? Вот как вам подойти? По пожарной лестнице в окно влезть? Ну, навряд ли, сомневаюсь. Начинайте жить, купите себе красивый наряд. Либо достаньте из своего шкафчика, идите вы гулять, идите на улицу, с подругами встречайтесь, общайтесь, в парк сходите. Счастливой надо быть, а не вот так, как вы живете. Все у вас как-то неправильно. Духи очень недовольны, прям очень недовольны. Здесь вот вышла душа женщины. Женщина, которая ради вас что-то вот пожертвовала. Либо даже, знаете, как отказалась в свое время от счастья, от каких-то возможностей. Вот ради вас. Угу. Либо, знаете, может быть, не скорее не вас, а может быть ради, например, вашей мамы, либо ради вашего отца. Вот если бы она этого не сделала, то вас бы не было. Вот как-то так мне идет информация. Вот она особенно печалится за вас. Что вот она несчастную жизнь прожила. Вот думает, пожертвовала, да, ради своих потомков. А вот потомок сидит в 4 стенах, смотрит сериал, да, либо там гадание онлайн и не живет своей жизнью, не живет вот счастливой жизнью. Вы за нее счастливой жизнью поживите, да, пусть ее жертва будет не напрасна. Ну что ж вы делаете, девочки, женщины мои хорошие, приходите в себя, все, хватит. Хватит сидеть дома, выключайте вы компьютер. Не надо смотреть мои видео, не надо вообще ничего смотреть. Идите вы на улицу, гуляйте, знакомьтесь, живите. Двигайтесь вперед. Ну что ж вы делаете, боже мой. Ой, сейчас и я даже уже расплачу. Как это все грустно. Слезы льют духи вашего рода по вам. Тратит жизнь впустую. Вот такие вот вздохи и ахи я слышу. Впустую. Впустую. Да, вам было трудно. Да, вы справились со всеми трудностями. Ну так что теперь? Надо дальше идти. Справилась с делом, молодец. Иди дальше, живи дальше, развивайся, люби, учись. Найди себя в этом мире. Надо этим заниматься, а не сидеть в 4 стенах. Так, идем дальше. Здесь вас кто-то обманывает постоянно. Обманывает и... Ну, это по дружбе вас, скорее всего, обманывают. Либо по родственным связям, либо по дружбе. Тому человеку вы верите больше, чем себе. Этот человек это знает, этим пользуется и вас обманывает. Были знаки, были намеки. Может быть, даже вы ловили этого человека прям на горячем. Но все равно прощали. И говорили, да, ну ничего страшного, да? Ничего страшного. Ну, не знаю, подруга какая-то, подруга, может, родственница. Она что-то прям нехорошее замышляет в отношении вас. Очень нехорошее. Присмотритесь к ней хорошо. Примите меры. Сделайте ей прям контрольную проверку.
скажите ей какую-то информацию. Потом посмотрите, где эта информация окажется. Либо через сколько эта информация окажется достоянием общественности. Обалдеете. Ох, нехорошее. Девочки, если вы, ну, знаете, как женщина одна живет, например, да, там дети взрослые уехали, женщина живет одна, общается с какой-то подругой. Подруга знает, что вы одна, она может на вас навести, не дай бог, понимаете, может, вот настолько она обозленная на вас идет, обозленная. Вы спросите, откуда злость? А я вам скажу. Потому что вы сильная, а она слабая. Потому что вы упали, вот упала, встала, почесала больное место и дальше пошла. А она упадет и будет рыдать, кататься, пока кто-то не придет и ее не спасет. Понимаете? Вот она вам это простить не может. Что вы красивая, что вы сильная, что вы смелая. Вот простить она вам это не может. Может на вас навести. Не дай бог, конечно. Подальше, поменьше. Знаете, как надо обрезать. Нехорошая она человек. Она, знаете, как сова такая, знаете, сидит филин с огромными глазами, постоянно за вами наблюдает. Она о вас знает больше, чем вы сами о себе. Представляете? Сколько она собирает информацию. Она с кем-то сейчас о вас говорит. Может быть, она наведет, но знаете, как не специально. Ну, например, кому-то будет там в злобе своей рассказывать, что вон живет, у нее там все есть, туда-сюда. Знаете, она на вас даже как жалобы может писать. Вот не может она вам простить, что вы сильная, а она слабая. Она может жаловаться на вас, писать жалобы, кляузы может на вас писать. Знаете, как из-под тишка подгаживать вам может. Даже может что-то вам портить. Да, специально подойдет, там, подпортит, скажет: ой, это не я. Не, это, типа, я не знаю, кто, может быть, там тот, этот, начнет там пальцами во все стороны тыкать. Может. Завидует вам очень сильно. Прям очень лютая зависть идет от нее. Присмотритесь к ней. Нехорошая она человек, и вовсе она вам не подруга. Это вы ее считаете подругой, а она вот вас считает чуть ли не врагом. Да. К сожалению, так показали. Так, здесь мужчина-воин вышел. Воин, у него в руках вон стрела, либо как его там арбалет. Мужчина-воин в левой стороне. Может быть, кого-то вы, кто-то из родственников, там, знакомых, да, как военный, либо, может быть, какие-то силовые структуры человек. Что-то он в левой стороне прям в углу жмется. Либо какие-то плохие новости об этом человеке были, либо вы получите плохие новости об этом человеке. Не могу сказать степень вашего с ним знакомства либо родства, но раз показали здесь, значит, вам важно об этом знать. Смотрите, то, что с ним случилось, либо произошло, но это была судьба. Судьба, и тут ничего бы никто не сделал. Не случилось бы это, случилось бы что-то другое. Я так понимаю, что вам жаль будет очень этого человека. Жаль, да, вот то, что с ним случилось, либо то, что произошло. Но поверьте, от судьбы еще никто не уходил. Это практически невозможно, да, поменять, изменить. То есть то, что было ему на роду написано, то он и встретит, либо встретил уже. Поэтому отнеситесь с пониманием. Виноватых в этом нет. Здесь нет никакой чернухи. Здесь именно его предназначение. Вот именно прожить так, либо получить именно такую ситуацию. Что на роду написано, да, тут уже как и топором не вырубишь. Так, какие-то прям послания не очень, если честно. Прям мне уж тяжело это делать. Не знаю, тут, возможно, собрались такие зрители, у которых действительно все прям очень неспокойно в жизни. Так, по финансам. Что с финансами? Финансы поют романсы, как всегда. Знаете, как у вас идет? У вас идет после долгих каких-то финансовых лишений, потуг, проблем, не знаю, долгов, кредитов, у вас идет такой прям скачок, знаете, как скачкообразно у вас будет.
То есть сейчас вы стремительно туда летите, 0, минус, уже еще дальше кто-то опустился. А потом у вас идет прям резкий скачок вверх. Вверх, понимаете, это плюс, и это суммы, ну, такие, знаете, там по 5 ноликов, у кого-то по 6 ноликов. Туда у вас идет. И неважно, в какой стране вы живете и каким номиналом ходят у вас деньги. Ну вот я просто вижу 5 нулей мне показали, 6 нулей мне показали. То есть такие суммы-то хорошие у вас будут в обороте. То, что у вас сейчас проблемы с деньгами. Смотрите, у одних идет наука, наука сложная, да? Наука, как правильно обращаться с деньгами, что такое деньги, как любить, как уважать, как ценить. А у кого-то идет отработка вашей кармы. То есть в прошлой жизни вы там шиковали, богатенькими были, видно, ну, много денег потратили не туда, куда надо. И в этой жизни вы отрабатываете. Вам важно для себя уяснить ценность денег. Вот насколько они ценны, важны, полезны. Поэтому, мои хорошие, еще чуть-чуть потерпите. У вас резкое скачкообразное улучшение идет. Резко. Это именно по вам. И, кстати, не исключено, что тот человек, который рядом с вами есть, либо появится в ближайшее время, ну вот будет вас тоже поддерживать финансами и деньгами. Кстати, у меня здесь вышла история про женщину, которая очень удачно выйдет замуж. Прям очень удачно. Пойдет она замуж за того, кого она, ну, допустим, давайте будем честны, не очень любит. Вернее, не любит, да, может, человек симпатичен, ну, нравится, да, может, это как, знаете, брак по расчету. Ну, все мы взрослые люди, да, все бывает в жизни, разные ситуации бывают. Вот мне идет как будто бы по расчету, вы идете в брак, и удача, брак счастливый, вы влюбляетесь в этого человека, и он любит вас, и прям такая идиллия, такая гармония, ну, красота. Вот с левой стороны у меня эта история вышла. Знаете, как ничего не предвещало любви, а вот она, пожалуйста, любовь. Для кого такой брак идет? Для женщин, у которых есть дети, у которых был предыдущий брак, и женщины, которые уже, ну, в определенном возрастном периоде, да, такие вот поопытнее, постарше. Для молодых девочек все-таки у меня идет прям взаимная любовь, очень яркая, очень страстная и такая поглощающая. Если вы сейчас с кем-то встречаетесь, девочки, молодые девочки, кто не был в браке, кто только начинает жить, если вы с кем-то встречаетесь, там постарше, посолидней, это, ну, не дойдет до брака. То есть вы как в последний момент передумаете. А передумаете вы потому, что встретите того, кого полюбите. И тот, кого вы полюбите, будет ничем не хуже, чем вот этот мужчина с деньгами. Да, возможно, денег даже у вашей любви будет гораздо больше, чем у этого. То есть здесь как прям попадание в яблочко 100 из 100. И мужчину вы любите, и деньги у него есть. И я говорю об этих вещах прямо. Я вижу, ну, духи мне показали, да, ваше мнение, ваше отношение. Это нормально, это естественно. Каждый человек хочет жить и жить хорошо. То есть там осуждать, говорить, а как же любовь, а как же так, а как же сяк. Слушайте, это было спокон веков. Спокон веков люди так жили. Но вот если встретились там два человека, там влюбились, забылись, ну повезло им. Но не всем же так везет. Не всем, правильно. А что делать от другим, да? Сидеть, себя хоронить заживо. Ни с кем не общаться, не встречаться. Ну так это ж неправильно. Ну вот вижу, здесь два мужчины, одна женщина. Мужчина, который сейчас вот прям за руки вас хватает, к себе тащит, а вы к новому стремитесь, к красивому, к тому, кого вы любите. Ну и здесь у меня, видите, пара, когда женщина, ну знаете, как говорит, вот у меня дети, да, там детям нужна помощь, поддержка, мне нужна помощь, поддержка. Вот вижу благородного человека, пойду за него замуж, раз зовет. Вот вы за него замуж идете, и понимаете, что он на самом деле и красивый, и умный, и заботливый. И так вам с ним хорошо, душевно. Это любовь между вами будет. Просто любовь. Так показали. Так, еще. Кто-то за ребенка, либо за детей, за своих очень переживает. Прям головная боль, страдания, болька.
душевная, да, вот дети, чтобы с детьми все было хорошо, чтобы у детей все случилось, сложилось. А у кого-то дети, ну прям, ну такие шалят, мягко скажу, шалят. Но здесь виноват отец этих детей, понимаете, его род виноват, не ваш, его род, понимаете. Вот оттуда ноги растут у отношений между вами и вашими детьми, либо такого социального взгляда на жизнь у ваших детей. Его гены, его генетика порченная. Вот мужчина, у мужчины была порченная генетика, вы от порченного мужчины детей родили. Вот, конечно же, оно передалось. И да, ваш ген, он пусть и доминантный, пусть он и сильный, но все равно какие-то вот сбои немножечко произошли. Здесь вам говорят так, что перебесится. Не знаю, идет одно слово, перебесится. Когда, как, не могу вам сказать. Но то, что перебесится, это точно. Чем бы ваш ребенок сейчас не занимался, не увлекался, какой бы накал страстей между вами и вашими детьми не происходил, все это сойдет на нет. Перебесится, успокоится. Вот. Все наладится. Так, еще. В венце у меня человек, который вырастил просто какой-то аленький цветочек. Я таких цветов давно не видела. Такой уникальный какой-то цветочек, может быть, экзотический цветочек. Но что-то такое вы вырастите. Терпением, серьезными энергетическими затратами, физическими затратами. То дело, которым вы занимаетесь, либо начнете заниматься, пусть не сразу, но со временем даст просто невероятный результат. Такого результата не то чтобы не надеетесь, даже в самых смелых мечтах вы не ждали. Я не могу сказать, каким будет этот результат. Это будут деньги, это будет признание, это будет проявление вашего таланта. Я не могу сказать. Но то, что это поразит и покорит всех, включая вас, это 100%. Такая экзотика идет, да? Экзотичность того, чего вы добьетесь. Очень необычно. Но главное, чтобы вы понимали, чудес не будет. Не будет от слова совсем. Все, что вам нужно делать, это работать, не сдаваться, кропотливо, ежедневно, как день за днем, минута за минутой, секунда за секундой. Вот ни на минуточку не покладая руки. И тогда все будет замечательно. Вообще у вас все в руках, вот, в ваших руках. У вас почему иногда не получается? А потому что вы интерес теряете к делу, к ситуации. Вы опускаете руки и все. И все обнуляется. Весь результат, весь прогресс, он обнуляется. А вот когда вы, знаете, как зациклены на чем-то, то вы прям конфетку делаете. Вы своего добиваетесь. Есть такая сила у вас. Это, кстати, не только у вас. Это у вашего рода была такая сила. Ваш род, да, генетика. Хорошая генетика. Генетика упрямых, настойчивых людей, которые шли, не сдавались, как бы тяжело им не было. Вот всегда об этом помните. Ваши предки были такими. Да, вы все разные, кто пришел на мою отсыпку, но вас здесь собрал случай на моей отсыпке. Вы плюс-минус все похожи. Похожи по генотипу, по генетике, по отношению к жизни и по родовым связям. Да, я не исключаю, что многие, кто пришел на мою отсыпку, знаете, как из одного колена пошли. Запросто, может быть, запросто. Сильным людям всегда тяжело. На их долю выпадает больше испытаний, чем на долю слабых людей. Но и поверьте, ваш род и вы нарабатываете все вместе прекрасную карму, прекрасную светлую карму для своего рода, чтобы он дальше продолжался, чтобы каждое новое поколение было счастливее, чем предыдущее. Мои хорошие, вы под присмотром духа вашего рода. Они не отходят от вас ни на минуту. Иногда они печалятся за вас, иногда радуются. Помните вы о них, не помните. Вас никто не спросит, вас никто не осудит. Если помните, это большой плюс. Это большое подспорье, духом проще с вами общаться, проще вам помогать. Если есть возможность, изучайте свой род. Если есть возможность, посещайте святое место, храм,
костел, мечеть, да, поминайте своих предков, делайте добро и себе, и им. Да, вот эти линии родовые, они должны быть крепче. На вас они какие-то слабенькие повыходили. Чем крепче они будут, тем жизнь ваша будет легче и проще. Ведь за вами стоит целый ваш род. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Не судите строго. Всем пока-пока.